Уважаемые делегаты съезда, уважаемые однопартийцы, мне очень лестно, что сегодня среди большого количества молодых членов партии вы решили предоставить мне слово. Я очень надеюсь, что вы пошли на это не ради гендерного баланса или возрастного. За очень короткий срок, думаю, многие члены партии уже узнали, какой я человек и каких принципов я придерживаюсь. Моя натура такова. Я говорю в лицо. И ценю также, когда люди умеют просто говорить правду. Сегодняшний тренд таков. Все политики хотят молодых пропустить вперед. Посмотрите на списки именитых партий. Везде впереди молодые. Сегодня считают, что молодые лидеры смогут поменять систему. А так ли это? Неужели, чтобы менять страну, достаточно быть молодым? Я открыто скажу, мне не нравится этот тренд. В кандидаты берут красивые, покладистые лица, которые умеют говорить, смело выступать на дебатах. Ну хорошо. А когда пройдут выборы, чем мы будем заниматься? Уважаемые опытные политики, а вы завтра позволите нам с вами наравне общаться, спорить, работать? Вы позволите молодой женщине критиковать ваши действия? Мое окружение задает мне серьезные вопросы. Почему я вступила в эту партию? Почему я бросила журналистику? И для ответа я немного хочу рассказать о себе. У меня было непростое детство. Мои родители сегодня уважаемые люди. Они помогли мне встать на ноги. Но после моего рождения они работали днем и ночью. Я была единственным ребенком в садике, за которым родители не приходили забирать домой. Я возвращалась сама. В школе, в 8 классе, мне надоело ходить в грязный, невыносимый туалет. Я предложила учителям провести ярмарку и собрала деньги на ремонт. А когда училась уже в университете, я попала на престижную президентскую программу ЮМЮТ, где были 500 лучших молодых умов страны, которые ожидали получить стипендию с рук президента. А президент в этом мероприятии пил бутылками коньяк, не стесняясь никого. В мой период взросления, становления личностью, государство никак не оказало влияния. Я выросла сама по себе. И такая картина сегодня до сих пор актуальна. Родители у большинства детей в стране не могут выполнить свой долг по воспитанию, потому что они должны сутками зарабатывать. Дети растут сами по себе. В мои школьные, студенческие годы я вообще не ощущала участия государства в моей жизни. Наш школьный туалет ученики отремонтировали сами. Мы, кыргызы, платим за бесплатную медицину, платим за бесплатное обучение. Сегодня без денег даже умирать страшно. Закончив университет, я пошла в журналистику. Сделала 3-4 расследования о коррупции. А посадили не тех людей. На меня возбудили дело. Прошлая власть меня преследовала. Им было наплевать на то, что я женщина, на то, что я молода. Тогда я по-настоящему почувствовала свое одиночество. А сегодня у меня есть семья. У меня есть сын, ему 9 месяцев. И все, что я желаю
и делаю своему ребенку, я хочу делать для своей страны. Дети в Кыргызстане не должны расставаться с родителями. Наши мигранты должны вернуться домой. И именно мы должны создать условия для их возврата. Мы не дешевая рабочая сила. Мы не должны прислуживать другой стране. Меня унижает, когда Америка на своей карте отмечает нас как нестабильная зона. Меня унижает, когда наши соседи берут кредиты, а мы получаем гумпомощь в виде одноразовых масок. Дорогие члены партии Мекинем Кыргызстан, я добавилась к вам, потому что я не смогу одна менять систему. Я добавилась к вам, потому что эта партия действительно сильная, действительно мощная. Мы отличаемся высокой самоорганизованностью и строгой дисциплиной. Мы должны говорить мало и делать много. Я считаю, что один из главных и важных пунктов нашей программы – это сокращение депутатов Джоруку Кенеша в 2 раза. Я прекрасно знаю, что из-за такой инициативы у нас появится много еще врагов. Почему нужно сокращать? Веская причина этому – это сам 6-й созыв Джоруку Кенеша. Парламент полностью опозорил себя. Посмотрите элементарно. Тех, кто сегодня идет, участвует на выборах, высмеивают. Это больше не престижно гордиться тем, что ты идешь на выборы. Я как журналист скажу, выборы – это всегда маленькая война. Война информационная, игра компроматов и черного пиара. Мои сопартийцы, готовьтесь, нас будут мочить. Мы большая мишень для других партий. Нас будут поливать грязью, писать фейки про нас. Мы будем игнорировать и ничего в ответ не будем предпринимать. Хотят нас бить? Пусть бьют. Мы выдержим. И только правда в итоге будет на нашей стороне. Удачи всем!